Здравствуйте, в эфире «Настоящее время». С вами Наташа Мозговая. Главное в программе сегодня. Снова Буш или снова Клинтон? В США обсуждают потенциальных кандидатов на пост президента. Писатель Захар Прилепин об Украине, захвате Крыма и о расколе России. Пятилетний план Обамы. Как воспитать девочек инженерами? Президент Буш и президент Клинтон – эти имена известны каждому, кто хоть немного знает что-то об американской политике. Однако речь идет не о Джордже старшем или младшем, и не о Билли. Хотя следующие президентские выборы в США пройдут лишь через 2 года, обе основные партии, республиканская и демократическая, уже готовят список кандидатов. Среди потенциальных претендентов на должность хозяина или хозяйки Белого дома бывшая госсекретарь Хиллари Клинтон, супруга экс-президента, и Джеб Буш, бывший губернатор Флориды, сын и брат экс-президентов. Для бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон дорога к президентской гонке открыта. Но в этот раз, выступая в Джорджтаунском университете, Клинтон уделила внимание не политике, а роли женщин в разрешении конфликтов. Мы знаем, что когда женщины принимают участие в процессе мирного урегулирования, то вопросы прав человека, справедливости, экономического обновления и национального примирения не остаются без внимания. Со стороны республиканцев сенатор из Техаса Тед Круз – один из нескольких вероятных кандидатов на пост президента в выборах 2016 года. Круз – фаворит движения чаепития. Он неустанный критик внешней политики президента Барака Обамы. Последние 6 лет мы стали свидетелями того, как Америка перестала быть лидером в мире. Это создало вакуум. И этот вакуум стараются заполнить такие страны, как Россия, Китай, Иран, что не сделало мир более безопасным. В предвыборную гонку могут включиться губернатор штата Флорида Джеб Буш, губернатор Нью-Джерси Крис Кристи и сенатор из Кентукки Рэнд Пол, говорит аналитик Джон Фортье. В республиканской партии много кандидатов, представляющих самые разные ее течения, и сейчас трудно говорить, кто именно займет лидирующую позицию. У демократов же все понятно. Несомненный лидер Хиллари Клинтон. Учитывая жесткое соперничество на демократических праймериз 2008 года, Клинтон удивила многих, когда приняла приглашение Барака Обамы и стала госсекретарем США. Впрочем, по мнению Фортье, Клинтон, возможно, придется несколько дистанцироваться от президента. Она, в принципе, уже несколько дистанцировалась и критикует президентскую внешнюю политику. Ей также придется сражаться с другими кандидатами на демократических праймериз, как она это делала в 2008 году. Но дистанцироваться от президента будет не так просто, считает эксперт Вит Айерс. Ей будет очень трудно выступать кандидатом от одной и той же партии после 2 сроков правления непопулярного президента-однопартийца. По мнению Айерса, республиканцы надеются на то, что успеха, достигнутого на промежуточных выборах этого года, хватит и на президентскую гонку в 2016. Те же, кто поддерживает Хиллари Клинтон, говорят о том, что официальное объявление о ее участии в президентской гонке может состояться уже в феврале. Теперь передаем слово коллегам в Праге. Сергей? События дня в настоящем времени из Праги. Я Сергей Дорофеев. Здравствуйте. Он воевал в Чечне, потом причислял себя к представителям несистемной оппозиции России, задавал властям острые вопросы, потом одобрял аннексию Крыма. Называя Путина сложной фигурой, сам является противоречивым человеком, но, несомненно, очень читаемым и популярным. Захар Прилепин дал эксклюзивное интервью нашей программе. В 2014-м писатель в России один из самых цитируемых авторов, лауреат премии «Большая книга». С Прилепиным мы встречались еще до оглашения результатов. Тогда на Донбассе была активная фаза боевых действий. Поэтому говорили об Украине, об истории и вероятности того, что Россия может расколоться на части. И вот практически полная версия нашего интервью. Здравствуйте, Захар. Здравствуйте. Вы согласны с тем, что Россия и Украина сейчас переживают самые страшные страницы своей новейшей независимой истории? Ну, я-то с этим согласен, судя по некоторым
историческим данным, поступающим сегодня из Украины, это не первая война между Россией и Украиной, как они это называют, а, по-моему, там 6-я или 10-я. То есть у них давно уже идет противостояние с Россией, непрестанно. Там 6... А у России не идет противостояние Мы с ничего Украиной? не знали про русско-украинские войны до недавнего времени. Понятно, что вот мы дожили до ужасной катастрофы. Да, это так. Но по этому поводу юродствовать или там что-то, какие-то вещи патетичные произносить я не буду. Просто это данность. Вот так сложилось в силу самых разных Но вы причин. могли ожидать, что такое может произойти? Да, я мог ожидать, потому что все мои приезды и посещения Украины, я там много раз бывал, у меня там было много товарищей до недавнего времени, и я даже не уверен, что мы поссорились, но, конечно, нас ситуация отдалила и разделила, но, тем не менее, когда я был там в 9, 10, 11, 12 году, мы ежедневно за пивным там столом, мы обсуждали, я, конечно, никак это не комментировал, они говорили, что у нас две разных страны, у нас гражданская война стоит на пороге, у нас люди, живущие на Востоке и на Западе, это разные, они мне об этом сообщали непрестанно, я ничего по этому поводу им не отвечал, но тем не менее, когда они сегодня начинают говорить, что у нас единая Украина и она неделима, это вызывает у меня сложное ощущение, потому что это лукавство. Это лукавство. Ваш роман «Саньки», вышедший, по-моему, в 6-м или в 7-м году, в 2007, да? В 6-м. Он посвящен активистам, он посвящен пассионариям, революционеру. Вот эта воля и свобода, которой там на странице произведения дышит ваш герой, вы никогда не задумывались о том, что именно такой же волей и свободой, ну, как они ее сами понимали, дышали и люди, которые целыми семьями выходили на Майдан в Украине в 13-14 году. Безусловно. На самом деле воля и свобода та же. Безусловно, да. Но той же самой волей и свободой дышали люди, которые потом выходили в Крыму, выходили в Луганске, выходили в Донецке. Это вся воля и свобода. Люди движимы одними и теми же побуждениями в Киеве и в Луганске. И в этом нужно давать себе отчет. А говорить о том, что есть какой-то международный интернационал людей, страждущих воли и свободы, это тоже будет некоторым фарисейством. Интернационала нет, конечно. Согласен. Но в другом не согласен, что те же зеленые человечки тоже дышали в Крыму волей и свободой. Конечно. Какие-то человечки тоже бродили и по Майдану, и тоже не уверен, что они дышали волей и свободой. Есть самые разные, самые сложные, самые разнородные интересы во всякой революции и во всяком человеческом движении к воле и свободе. Появляются какие-то люди в черных одеждах, в белых одеждах. Сейчас в переносном смысле говорите. Да, в переносном, да. Но вас воодушевил Майдан в Украине? Нет, не воодушевил, потому что... Почему? Не воодушевил. Потому что я не подписан на сопереживание всякой революции. Меня интересует... Я человек, живущий в России, меня интересует происходящее в России. Я, понимал, отдавал себе отчет, что поведение Януковича и все эти коррупционные схемы и безобразие, которое творила его семья, это стало безусловным побуждением десятков тысяч, возможно, даже миллиона людей к тому, чтобы снести его с трона. Вы никогда не думали, что, получив Крым и, возможно, получив Донбасс, или, скажу так, получив влияние на Донбассе, Россия умножает во 100 крат свои шансы потерять свои земли в других регионах? У России всегда за все ее тысячелетие существования должна была стоять такая проблема. Я вообще не очень понимаю, что должно случиться у нас с Сибирью, Сахалином, с Соловецкими островами, что у нас должно такое отвалиться в связи с приобретением Крыма и Донбасса. Давай так, например, придут финны и скажут: подождите, Приладожская Карелия и северная часть Карельского перешейка... Серьезно думаете, что придут финны? Послушайте, наша, потому что я беру такую же философию, которая звучит в Кремле. Финны не придут. В России большие экономические проблемы у нас нет, поэтому эта территория наша, давайте нам население и куски земли. Россия никогда не руководствовалась такими рисками. Россия всегда, понимаете, Россия это воронка. Она крутится, и она втягивает в себя бесконечное количество народностей, территорий. Это просто одна из форм ее существования. Может быть, центральные формы. Я понимаю, что вы говорите, но не всегда понимаю, что вы думаете. То есть, если взять, например, тех же зеленых человечков в Крыму, взять ПЗРК, который невозможно купить в продуктовом магазине в Донецке или в Луганске, откуда это все появилось без Москвы? Это появилось из России. Ну и что? Вы хотите, чтобы я признал, что там были зеленые человечки? Это всем очевидно. Конечно, я хочу. Причем? Это ваше дело, что признавать, что не признавать. Я говорю о том, что Россия не сама крутится воронкой, как вы говорите. Ее крутит в данном случае власть. И не так просто она затягивает земли в себя.
понимаете, вы вот эту метафизику всего происходящего сводите к каким-то конкретным вещам. Ну да, есть там ПЗРК, есть там то... Все строится на конкретных вещах. Все строится на конкретных вещах, да. Но вот еще позавчера, до Майдана, это никому бы не пришло в голову, да, поставлять куда-то какие-то берцы или какое-то оружие, или все что угодно. Никому бы в голову не пришло, понимаете? Это разнородная ситуация, в которую Россия была втянута, не по собственной воле, да, и вынуждена была принимать какие-то решения в силу того, что она, как всякая нормальная страна, переживает о своей безопасности, еще о прочих вещах. У вас потрясающий роман «Обитель». И вот знаете, что мне... я какие-то вещи даже перечитывал и выписывал, потому что я поражался, как вы способны выстраивать фактаж, события, и при этом вот быть внутри этого главного героя или там нескольких главных героев, да? Я себе сказал, что так поступать с своими героями может только человек, который хорошо знает историю. То есть, когда я о вас только узнавал, я, честно говоря, думал, что вы гораздо старше. Вам не показалось странным, что ДНР руководили 3 москвича? Стрелков, Бородай и Антюфеев. Вот иностранцы, получается, управляют чужой землей. А это вот, представьте, что было бы, если бы Московским царством управляли Гетман Сагайдачный и Иван Мазепа. Московским царством вас это не смущало? Кто только не управлял. Вы прекрасно знаете, что Рюриковичи вообще были все не русские, да, и Романовы тоже были не русские. Они все были процентов, там, не знаю, я не высчитывал, на 75, на 80 представителей всех самых разных кровей. Вообще российская аристократия, она была там наполовину стояла, поэтому для меня это как раз неудивительно, да. То, что они в новейшей истории москвичи управляют куском чужой земли, вот это вас не смущало? Не, вот смотрите, меня не смущает это в силу следующих причин. Во-первых, сейчас там, конечно, нет, уже там есть Захарченко, да, там есть Пургин, там есть местные все ребята, и они там управляют, да, управляют, да. Выполняют приказы. Нет, почему-то нет. Как раз не выполняют приказ. Я думаю, что очень многие... У меня складывается впечатление, что они, мягко говоря, не воюют. Нет, это ложное впечатление, потому что очень многие вещи, которые совершают Захарченко и Пургин, вы просто последите за их действиями. Они без конца складывают свои полномочия. Они пытаются совершать какие-то действия, которые явно раздражают московский Кремль. Потому что, я не знаю в процентном отношении, насколько это все подконтрольно, но вы согласны с тем, Захар, я добавлю просто, да, вы продолжите, что вот эта неподконтрольность, она как раз увеличивает хаос, и это выгодно, это выгодно Кремлю. Нет, Кремлю не выгодно. Как раз Кремлю выгодно, и я хотел бы, чтобы Кремль это совершил, потому что я очень переживаю за людей, которые живут в Луганске и в Донецке, чтобы туда приехали чиновники, администраторы, ФСБшные генералы, потому что это люди, которые... Нет, их много, но они не обладают той полнотой прав и административных возможностей, которые вы предполагаете. Там гораздо больше, там до 90% доходит момент возможности принимать все ключевые решения самим. И козырять Стрелковым, которого специально оттуда вывели, который заехал туда, во-первых, по собственной инициативе, по собственной воле, его никто не вооружал и не посылал. Да? Это такой... Ему никто не запретил, возможно, этого делать. Его не поймали там где-то при переходе границы, но его никто не посылал. Ситуация, связанная с тем, что там местные люди имеют местные представления о том, как им на своем месте родном надо жить, и все-таки ее надо уточнить и подтвердить. Вот это очень важно, что люди, которые живут там, желают строить жизнь по-своему, да, и Москва здесь уже играет вторую роль. Хотят это делать сами. Без помощи, скажем, Москвы. Им сложно это делать без помощи Москвы. Мы все прекрасно отдаем себе отчет, что... То есть Москва помогает убивать? Нет, это другое. Понимаете, скажем, Крым был вписан в украинскую экономику, я думаю, процентов там на 15-20, а Донбасс вписан в украинскую экономику процентов на 70. И, естественно, им там просто... Нет. Насчет Донбасса вы не правы. Не 70%. Хорошо, по моим данным это так. Донбасс имеет гораздо более серьезные связи с украинской экономикой, чем Крым. И поэтому отделение Крымом прошло более безболезненно для экономики. А Донбассу гораздо более сложно выживать в этом смысле. И, конечно же, так как они не контактируют с Украиной, так как им не помогает ни Чехия, ни Германия, ни Китай, они вынуждены контактировать с Россией. В этом смысле, конечно, у них есть отношения. И последний вопрос. Время бежит. Хочу также закончить историей. Я знаю, вы против того, чтобы в ней копаться. И в интервью как-то сказали, что есть вещи, которые не стоит обсуждать.
А что касается Сталина, мне кажется, это вы продолжаете, что эту тему вообще надо закрыть. И вот я вас хочу спросить, например, если российским детям, вот в этом пресловутом новом едином учебнике российской истории, о котором так много сейчас говорят, не напишут, что в 1939 году, скажем, в Бресте был парад Красной Армии и сил вермахта, мне кажется, эти дети могут совершить много ошибок, непоправимых в своей взрослой жизни. Да? Если этим детям не расскажут о том, как НКВД во Львове бросало всю интеллигенцию города в расстрельные подвалы, это тоже будет, очень неправильно. И тогда эти дети, когда вырастут, не поймут, в чем же отличие, как вы сами говорили, Донбасса от Галичины. При этом всем отмечу, что в самой Украине большинство думающих людей не считают совсем Бандеру святым человеком. Может, все-таки пора начать говорить правду ради будущего? Вот по поводу Украины вы, конечно, льстите, да, потому что, безусловно, для украинской новейшей истории определенные фигуры выведены в ранг национальных героев. И не только для новейшей украинской. Хорошо, я заблуждаюсь, но мы обмениваемся мнениями, я говорю о своих представлениях, а вы мне говорите о своих, да. Поэтому все вы правильно сообщили, да, что вот эти вещи нужно знать. Но я не уверен, что, допустим, вот в той стране, где мы сейчас с вами находимся, очень хорошо знают, какое количество чехов участвовало в войне на стороне фашистской Германии. Я не уверен, что во Франции знают о том, что французов, воевавших за Гитлера, было больше, чем французов, воевавших в сопротивлении. Я не уверен об этом. Захар, понимаете, а зачем я нам не знаю, смотреть на Чехию или Францию? Давайте смотреть на Россию. Россия, понимаете, Россия совершила такое количество садомазохистского разоблачения, которое не характерно ни для одной европейской страны. У нас десятки, сотни книг, фильмов, учебников написаны на тему саморазоблачения. У нас с этим все в порядке, понимаете? Если вы думаете, что мы не покаялись, мы покаялись так, как никому и не снилось. Мы страну распилили на части и всем сказали, что вот мы просто исчадие рода человеческого. Я подобных примеров саморазоблачения в Европе не знаю. Кроме Германии, конечно. Захар Прилепин был у нас в гостях. Спасибо. Спасибо. Игрушки, которые вы покупаете своим детям, могут повлиять в дальнейшем на их выбор профессии, а может даже на экономику страны. Так думает Дебби Стерлинг, создатель конструктора для девочек, будущих инженеров. Эту же цель ставит и образовательная реформа президента Обамы, известная как «Пятилетний стратегический план», цель которой – повысить интерес девочек к точным наукам, физике и инженерному делу. Репортаж Ануша Витесян. $3 миллиарда. Таков бюджет администрации президента Обамы на образование молодых американцев в сфере компьютерных наук, информационных технологий, физики и инженерного дела. Причина – в течение следующего десятилетия прогнозируется появление приблизительно 1 миллиона рабочих мест, требующих подобной квалификации. Однако слишком немногие молодые люди интересуются научными или техническими дисциплинами, а еще меньше в этой сфере задействованы женщины – всего 25% от общего количества специалистов. В технологических сферах до сих пор большинство специалистов – мужчины. Дорога, которая ведет молодых девушек к данным профессиям, не так проста, и многие выпадают по ходу учебы чаще, чем юноши. Многие, даже уже получив специальность и устроившись на работу, уходят из профессии. Причина заключается в том, что ожидания и реальность не совпадают. В отраслях, где преобладают мужчины, молодые девушки чувствуют себя лишними. Большинство девочек уже в раннем возрасте получают неверное представление о своей роли в обществе, считает инженер Дебби Стерлинг. Она создатель конструктора для девочек Goldie Blox. Цель этой компании – учить девочек строить и создавать. Для того, чтобы они, подобно мальчикам, которые с детства играют в Лего, смотрели на мир глазами строителей, инженеров и физиков. По мнению новой женской героини по имени Голди, Барби и идея о том, что роль девочек – это быть предметом красоты, должны уйти на второй план. Голди может рассказать историю, решать сложные проблемы и создавать новый мир. В комнате 7-летней Мии Барби мы не увидели. Здесь наборы для моделирования, инструменты и дневник начинающего инженера-новатора. Девочка с 5 лет интересуется точными науками. С появлением конструктора Goldie Blox у Мии появилось много работы. Я все время смотрела видеоролики Goldie Blox. Моя мама спросила, почему ты просто смотришь? Начни создавать и строить. Я сказала, что мне нужно больше инструментов, хотя бы минимальный комплект строителя. У меня теперь много инструментов. И мне скоро купят набор, с помощью которого я могу из фотографий сделать фильм. Конструкторы для девочек – новый для Соединенных Штатов продукт. Хотя он приобретает все большую популярность, Барби остаются любимицей большинства.
Уже 25 лет многим девочкам сложно представить рождественские и новогодние праздники без этой куклы под елкой. Барбара Милисент Робертс продолжает оставаться одной из самых популярных персонажей в социальных сетях. Как считают специалисты в области образования, игрушки, подобные Лего и Голди Блакс, лишь пробуждают интерес к строительству и инженерии. А основная работа – вдохновлять будущих инженеров – дело родителей и окружающих. У нас есть возможность прямо в этот праздничный сезон поменять подход к маленьким девочкам. Если раньше в гостях у друзей первое, о чем вы говорили, присутствующей там маленькой девочке, как красиво она одета или какой красивый у нее на голове бант, то теперь вместо этого задайте ей вопрос о том, о чем она интересуется, какие книги читает, в какие игры любит играть. Согласитесь, именно такие вопросы вы задаете маленьким мальчикам. Вы же не говорите с мальчиками о том, как они красиво одеты. Может быть, все это кажется чем-то незначительным, но именно так складывается мировоззрение детей. В свою очередь, как считают специалисты, качественное образование, благоприятные рабочие условия и постоянное участие в проектах, которые требуют командной работы и творческого мышления, смогут привлечь больше девочек в сферу компьютерных наук, информационных технологий, физики и инженерного дела. Ануша Евтисян, Андрей Дегтярев для программы «Настоящее время», Вашингтон. Спектакли театра «Синетик» уже более 10 лет собирают аншлаги в американской столице. Театр, где царствует пластика и музыка, актеры обходятся почти без слов, был основан иммигрантами из Грузии Ириной Паатой Цикуришвили. Новая премьера «Красавица и чудовище» поставлена по мотивам французской сказки, но русский зритель увидит в ней образы аксаковского аленького цветочка. Репортаж Елены Джампер и Дмитрия Шахова. Как всегда, в театре «Синетик» на премьерных спектаклях «Аншлаг». «Красавица и чудовище», премьера нынешнего, уже 13-го по счету сезона, приурочена к рождественским праздникам. «Синетик» хорошо известен вашингтонцам оригинальными постановками, прежде всего классики «Леди Макбет», «Кармен», «Фауст», «Гамлет», «Ромео и Джульетта», «Мастер и Маргарита» и другие. Я посещаю многие театры, но «Синетик» мой любимый. У него замечательная особенность. Он немногословен и всегда полон музыки и движения. Думаю, я видела все их спектакли, и каждый запоминается надолго. Подружка посоветовала нам сходить в театр «Синетик». Сказала, что здесь все спектакли динамичны, с танцами. Сказка «Красавица и чудовище» переплетается с элементами готического романа. Эта постановка, как и все спектакли «Синетик», мощная и динамичная по стилистике, с множеством гимнастических и акробатических трюков, которыми мастерски владеют участники. Театр был создан иммигрантами из Грузии Ириной и Паатой Цикуришвили, балериной и мимом. «Синетик» — это необычный синтез классического балета и пантомимы. К сегодняшнему дню коллектив удостоен 25 театральных наград. Здесь выросло уже следующее поколение актеров. Это наше чудовище, мой сын. Исполнитель роли принца Вато Цикуришвили – сын Пааты и Ирины Цикуришвили. Как дети многих актеров, детство провел за кулисами. Занятия американским футболом пригодились ему на сцене театра пластики. Возможно, выбор пал на меня, потому что я не столь красив и гожусь на роль чудовища. Как и в любой сказке с превращениями, в моем герое живет чудовище и принц. Он подобен Шреку. Шрек тоже не столь красив снаружи, как внутри. Красавицу Белл играет актриса, тоже знакомая со сценой с детства. Она из семьи Кахи Кавсадзе, который запомнился зрителю по образам Абдулы из легендарного фильма «Белое солнце пустыни» и Дон Кихота. Я очень признательна за все моим учителям и наставникам, Ирине и Паате Цикуришвили. Это совершенно невероятно наблюдать, как в их головах рождается та или иная идея, и как они потом ее выбрасывают. И вот оно, волшебное решение. Мне нравится роль Белл не за внешнюю ее красоту, а за внутреннюю. Несмотря на любовь преданных зрителей, создателям театра не просто решать вопросы финансирования. Репертуарный театр здесь у них нет, но мне удалось это делать. Да, команда есть, но это мне пришлось это все вырастить всех. И самому вырастить вместе с ними. Но я надеюсь, что мы будем продолжать делать спектакли, которые всем нравятся. А поддержать театр – это очень важно, и это можно начинать просто приходить, смотреть спектакли, а потом можно, чтобы становиться спонсором. У американцев, да, здесь культура есть, чтобы вот содержать театр, то есть donation делать. А я очень хочу, чтобы вот наши люди тоже
это делали. Жизнь в эмиграции непроста, и не каждому эмигранту удалось сохранить себя в своей любимой профессии. Семья Цикуришвили создала свой собственный театр, который сегодня уже не отделить от их жизни. Елена Джамбер, Дмитрий Шахов, специально для настоящего времени. В эти дни самое популярное место Вашингтона – парк у Белого дома, где проходит рождественский фестиваль. Американцы из разных штатов и зарубежные гости хотят сделать праздничное фото у президентской елки или сфотографироваться с Санта-Клаусом в его мастерской, где готовят подарки к Рождеству. Репортаж Александра Панова и Дмитрия Шахова. Мастерская Санта-Клауса – копия сказочного домика на Северном полюсе, где в течение всего года Санта, эльфы и гномы принимают детские послания и изготавливают игрушки, но только для тех девочек и мальчиков, кто их заслужил. Пожелания самые разные. Крендель. Конструктор Лего и набор ученого. Смотритель мастерской Крис Фулжем рассказывает, что у Санты есть специальная машина, через которую он пропускает поступающие к нему со всего света детские письма. Все начинается со стола, за которым Санта читает письма, поступающие со всего мира. Дети просят игрушки, от кукол до конструкторов. Письма проходят проверку на специальной машине. На выходе мы видим, кто как себя вел в прошедшем году и, соответственно, кто заслужил подарки, а кто не очень. Затем эльфы приступают к изготовлению игрушек и игр для хороших детей. Вы видите их чертежи, подручные материалы и инструменты. Распоряжения Санты, кому какой подарок изготовить, поступают через почтовую вакуумную трубу на потолке в другую комнату, где все изготавливается. Щелкунчики, куклы и кукольные домики, медвежата, поезда – их Санта забирает с собой. А сейчас эльфы устали и спят, только носки торчат наружу. В этом году каждый желающий может посидеть и сфотографироваться в кресле главного Санта-Клауса Америки. Главного, потому что его домик-мастерская соседствует с Белым домом, и потому что Санта вместе с Бараком Обамой зажигал рождественскую елку. Но вот вопрос, а где же Санта-Клаус? А где Санта-Клаус? Где Санта-Клаус? Санту срочно вызвали обратно на Северный полюс. У него там дела. Эльфы не успевают без него изготовить подарки. Мы все разочарованы и надеемся, что он обязательно вернется. Детям не объясни, что парковой службе в этом году не удалось договориться с Сантой и эльфами, которые охотно фотографировались с детьми в прошлом. С Новым годом! Новым годом! А этот Санта несколько лет назад вообще играл для посетителей на волынке. В этом году в президентском парке настоящее чудо технологий 21 века. Лампочки на 56 елках, символизирующих все штаты, ассоциированные территории Америки и округ Колумбия, можно программировать в компьютере. Закодированные елки – инициатива Google, цель которой – привлечь как можно больше школьниц к компьютерному программированию, которое очень быстро развивается, но тем не менее в этой сфере работает менее 1% женщин. На 56 елках вы сами можете установить цвет лампочек, количество, рисунок. 160 школьниц, участниц проекта, приехали в Вашингтон и совсем недавно зажигали эти елки вместе с Бараком Обамой. Я только что запрограммировала елку округа Колумбия. Через час она зажжется так, как я ее придумала. Елка стоит здесь, на южной лужайке, совсем недалеко от президента. На специальных стендах в парке или прямо из дома вы можете стать дизайнером вашингтонских новогодних елок. Чудеса в 21 веке можно делать и без Санта-Клауса. Александр Панов, Дмитрий Шахов. Специально для настоящего времени, Вашингтон. На этом программа «Настоящее время» подошла к концу. Ее подготовили для вас «Голос Америки» из Вашингтона и «Радио Свобода» из Праги. Смотрите нас на сайте currenttime.tv, заходите на страницы наших социальных сетей. До встречи завтра. Сергей? Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите нас в эфире своих национальных телеканалов. Настоящее время вновь наступит уже завтра. Я Сергей Дорофеев. Всего доброго. До свидания.